Дружко, коровай крає, дружко, коровай крає. Hem milletin degan әйберне иң беренче урынга куярга тиеш татар кешесе. Үзенең милләте кем? Ни өчен яши бу дөньяда? Нигә туган ул? Нигә кирәк ул милләт дигәнне, фикерне? Как в современном обществе, охваченном проблемой глобализации, не потерять национальное своеобразие и даже родной язык? И если история развивается по спирали, то сейчас можно наблюдать схожие процессы, которые волновали умы интеллигенции столетней давности. Многие годы крепостью, которая оберегала национальные традиции, был татарский театр. Через спектакль, через постановку классики мы формируем представление о своем народе, кто мы, чем мы отличаемся, чем мы дышим, в чем специфика нашего татарского национального характера. Кем татар театрын оештырган? Ләкин менә халык арасыннан чыга шундый балалар мәдрәсәдәге. Алар әйтәләр, без урыс милләтеннән ким түгел. Әгәр дә безнең милләтебез бар икән, үзебезнең театрыбыз булырга тиеш. Шул вакытта гына без милләт булып саналачакбыз дип, алар театр оештыралар. Ни дигән сүз? Татар театрын татар халкы үзе оештыра. Аның бөтен мәгънәсе шушында. Үзе, аңа бернинди шушы илнең ярдәме тигәне юк. Менә шуңа күрә халык беренче мәртәбә үзен күрә башлый. Шуннан китә тел, уртак тел. Әдәби тел керә газетлар аркылы, журналлар аркылы вакытта 1905 елны. 1906 елны театр битендә, театр аркылы әдәби телгә омтылыш китә. Шушы әдәби телне чөнки татарлар ул вакытта ук бөтен җиргә сибелгән булганнар. Кайда гына барсалар да, шушы әдәби телдә сөйләшкәч, халык аңлый башлый. Чыннан да бу безнең әдәби телебез дип. В современном мире
сохранить язык можно лишь создавая качественный и интересный продукт на этом языке и повышая интерес к нему естественным путем. То есть, чтобы люди сами стремились узнать, а что это за язык, что это за культура, путем ознакомления с ним через театр, музыку, кино и в целом искусство. То есть это прежде всего повышение имиджа и языка, и культуры, и республики в целом. Тот потенциал, который оставил в начале 20 века джадидская школа, мы, к сожалению, не достигли. Вот та школа, да, действительно, воспитала целую плеяду национальных деятелей, которые шагнули в мир. И их имена, да, братья Садри Баксуди, Гайс Исхаки, Дартмен, Сагит Рамиев, интеллигенция этого периода, Габдулла Тукай, уже, я говорю, имена великих. Сара Шакова, это люди, которые действительно служили татарской нации, и они преподнесли и сделали достоянием мира шедевры. Тукай оставил нам не только прекрасное поэтическое наследие. Его литературно-критические статьи, посвященные народному творчеству, проблемам драматургии, дают право называть Габдуллу Тукая первым татарским театроведом. Этому будет посвящен новый музейный комплекс, расположившийся в самом сердце Казани. Мы сейчас находимся в здании, одном из памятных для тукаеведения, для сохранения памяти Тукая мест в Казани. Это помещение бывшего восточного клуба Шарак-клуба, где играли свои спектакли труппа Саяр, первая татарская труппа Саяр, куда часто наведывался Тукай, потому что он здесь жил буквально в нескольких шагах в номерах «Булгар». Тукай глубоко понимал суть театра, его роль в жизни народа. У истоков профессионального театра стояла молодежная труппа «Саяр». Название это, кстати, предложил именно Тукай. Тогда стационарный театр труппы «Саяр», она существовала несколько по иным принципам, нежели сейчас вот любой из татарских театров. Спектакли игрались не каждый день, спектакли игрались там в определенные дни. Очень много было бенефисных спектаклей, очень много было спектаклей для, ориентированных, в общем-то, на определенную публику. Через некоторое время здесь будет оснащена мультимедийная интерактивная экспозиция, посвященная истории татарского театра. Вот. Пока здесь ведутся работы, пока по укомплектации этой экспозиции. Тукай был непременным участником шакирских театральных представлений и даже автором многих сценариев. Давая характеристику нового для татар-мусульман вида искусства, Тукай опровергает религиозные предрассудки. Дескать, при одном хлопке рождается дюжина чертей. Дорожил Тукай и творчеством первой татарской артистки Гизатуллиной Волжской, внесшей романтическое направление в родной театр. Наше большое желание именно знакомиться не только с историей возникновения первых шагов татарского театра, но наше желание еще познакомиться с этой вот средой, потому что была уникальная совершенно городская культурная среда. Вот это вот сенной рынок здесь за нами расположен был, и сейчас там воссоздаются тоже какие-то здания, что-то ремонтируется, что-то, значит, новоделы какие-то восстанавливаются, потому что очень много было, к сожалению, утеряно в 90-е годы, в нулевые годы. Роль Тукая в истории нашего национального театра неоценима. Роль классика в неприходящей ценности сделанного им. Үзебезнең телебезне сакларга, мәктәпләрне, балалар бакчаларында татар телендә сөйләшергә балаларга. Менә бит Тукай бәйрәмне узды безнең, Тукайыбызның бәйрәме. Никадәр шушы телне күтәреп, bütün балалар, bütün мәктәпләрдә татар телендә шундый оешты бәйрәм рәвешендә чыгышлар балаларның. Жырла дип әйтәсез, сезгә нине дияр кирәк. Жырла дип әйтәсез, сезгә нине дияр кирәк. Сезгә нине дияр кирәк. Сезнең алда җырларга сандык эштәле кирәк. Ой җаным, сезгә нине дияр кирәк. Ufakazana yollarının bağanaları şerşe. Ufakazana yollarının bağanaları şerşe. Bağanaları şerşe. Başımız gamlar düş sessiz
şerşe Oy canı boy canı sizi de bulursun şerşe Oy mayıda mayıda şerşide Oy mayıda mayıda şerşide Говоря о вопросах сохранения языка, нужно начинать прежде всего с семьи. И в этом Национальный театр один из лучших помощников. Ведя ребенка, к примеру, в кукольный театр, выбирать постановки на татарском языке. Погружение в языковую среду даст необходимый результат. Нужно создавать шумовую среду. Ребенок должен привыкнуть к музыке татарской речи. Наступит такой момент, когда наступит понимание. Если он привыкнет, что музыка, вот посмотрите, вы поедете в Китай, в автобусе звучит китайская музыка.
Для вас звучит татарская народная песня «Уф, Ярага». Татары должны быть гибкими и искать любую возможность для трансляции своей культуры. Появился вот проект «Халеб», где презентуют спектакли. Молодое поколение выступает в роли создателей спектакля, режиссеры выступают в роли актеров, актеры в роли режиссеров, музыканты как бы в роли исполнителей, а исполнители в роли композиторов. Это здорово, мы видим, как театр начинает созидать и работать на татарский язык. Вот в прошлом году была замечательная постановка «Сарлё Хасис» без языка. Толчком было стихотворение Габдуллы Тукая. И я увидела большой интерес молодежной аудитории. То есть, получается, театр, в отличие от других структур, сформировал свою молодежную аудиторию, которая интересуется этими постановками. Sağlık kadar zile şiver
Bizning millatibizning o'zibizning vatanimiz bor, o'zibizning ilimiz bor, o'zibizning tilimiz bo'lirga tiyish. Ул eng qadrli narsa bizning millatibizning. Шуңа күрә миңа калса төшенкелеккә бирелгә ярамый. Без яшибез. Без алга барабыз. Biz үлмибез. Безнең үзебезнең тарихыбыз бар, әдәбиятыбыз бар, сәнгатебез бар, мәдәниятебез бар, үз телебез бар. Biz bir вакытта да юкка чыкмаячакбыз.